Здравствуйте. Добрый день, Людмила Исхаковна. Мы очень рады, что наконец-то с вами встретились. Контакты мы с вами наладили, и благодарна вам за отзывы, за участие в нашей всероссийской конференции, которая очень украсила и обогатила содержание этой конференции. Естественно, мы здесь приехали в соответствии с проектом по следам нашего именитого земляка Дамиана Афанасьевича Тучнева. Хотя мы говорим, что он именитый наш земляк, но о нем, к сожалению, в Якутии и тем более в нашем районе известна довольно-таки такая скудная информация. Поэтому мы хотели бы от вас услышать именно каково его наследие, какие его труды здесь у вас в вашем отделе научной библиотеки Казанского федерального университета хранятся. Вот, пожалуйста, об этом. Анна Андреевна, спасибо большое, что вы приехали. Мы очень рады всегда, когда выпускники Казанского императорского университета становятся известными своим землякам. Конечно же, нам очень жаль, что очень долго вы, так сказать, про него не собирали информацию, но я надеюсь, что вот сейчас как раз пришло самое хорошее время, как раз 100-летие Республики Саха. Поздравляю вас с этой замечательной, славной датой. Да, очень рада, что, конечно, у нас есть возможность сотрудничать, что вы приехали, и мы, конечно, тоже гордимся тем, что вот первый ученый из народа Саха, у которого мама была из этого народа, да, и который хорошо знал этот язык, затем, приехав в Казанский императорский университет, стал здесь уже ученым, юристом, но перед этим уже он внес большой вклад в изучение якутского языка, в первую очередь, потому что вот мы видим с вами в год поступления, он создает букварь для якутов, не случайно он оставляет дарственную надпись для Николая Федоровича Катанова, который был тоже ученым из Забайкалья, и с которым, конечно, я думаю, они очень хорошо нашли общий язык. И он сыграл очень большую роль в том, чтобы и учился здесь Дамиан Афанасьевич, и чтобы его работа, которая была тоже создана до 1895 года, была опубликована в известиях Общества археологии, истории и этнографии. Том 12, выпуск 5, вот мы видим здесь статья о погребальных обрядах. И важно, что именно этот экземпляр мы сейчас выставляем и в Музее истории Казанского университета, который вы сейчас посетили, и вот наряду с творениями Николая Федоровича Катанова как раз вот заслуженно находится и работа вашего земляка Дамиана Афанасьевича Кочнева. Он поступает и учится здесь на юридическом факультете. И это, конечно, было очень непросто, потому что вот мы видим с вами, какие сложные очень произведения, да. Они должны были изучать, по каким наукам, потому что, конечно, каждый преподаватель требовал, чтобы они осваивали какие-то научные труды. Причем здесь выдающиеся юристы того времени присутствуют, как, например, Осип Шершеневич. Его научные труды по наследственному праву считаются до сих пор актуальными для юристов. Так, например, вот Дмитрий Медведев в то время, когда он у нас возглавлял страну, приезжал сюда и обращал внимание особенно именно на его труды, на его вклад в юридические науки. И вот мы здесь видим, что как характеризует Дамиана Афанасьевича, да, что вот он у нас поступает, закончив участие в духовной академии в Якутии, да, и потом, значит, Якутской духовной семинарии, извините, да, вот, пишет, что он из крестьян, указывает, что село Нюрба Вилюйского округа, да, и важно, что вот он получает сразу стипендию Ахматова, тоже это был выпускник Казанского университета, и вот он завещал свой капитал, в том числе и для выплаты студентам Императорского Казанского университета, и вот, конечно, не
каждый студент удостаивался такой стипендии. Демьян Афанасьевич уже тогда продемонстрировал свое, так сказать, стремление к наукам, и не случайно его вот наградили этой стипендией. Я думаю, что она была, конечно, ему очень большим подспорьем, потому что с его происхождением, с его доходами, конечно, вот он сотрудничал и с миссионерским обществом и так далее, но все-таки, я думаю, это было очень сложно. Казань, город был довольно дорогой, я думаю, для него, и вот с этой стипендией, я думаю, что все-таки 380 рублей для того времени это хорошая сумма. И вот он спокойно доучился благодаря такому подспорью до конца своего курса, тогда учились 4 года. Вот здесь тоже у нас здесь указание, да, что он у нас учится. Сейчас, минуточку, мы перелистнули страницу, да. Вот. Нет, сейчас, минуточку, вот здесь, да, у нас, пожалуйста. Да, вот здесь мы видим, что у него успешно засчитываются все полугодия. То есть, освоив вот этот огромный курс наук, он вновь, значит, должен был написать, конечно, свою выпускную работу. Фактически это была диссертация, то есть сейчас мы это тоже называем для наших выпускников, и он пишет такую ценную, очень важную работу, которую Общество археологии, истории и этнографии, членом которого и руководителем в тот период является Николай Федорович Катанов, считает необходимым обязательно опубликовать отдельным выпуском. И вот мы видим, об этом здесь как раз и указано. Вот Качнев, очерки юридического быта якутов, да. Вот, собственно, публикуют его работу, вы ее тоже видели, мы ее тоже с вами снимали. Вот. И, конечно, это очень большой вклад, потому что это не только юридический быт, там на самом деле и география, и этнография, и филология, и очень-очень много ценных знаний, которые донес для мировой общественности, для науки, происхождением человек выходец именно из этой среды, который хорошо знал в реальности этот юридический быт, и очень важно, что вот имея уже научную подготовку, он смог это все систематизировать и внести большой вклад в историю такого важнейшего народа Сибири, каким является народ Саха. Спасибо. Вам спасибо большое. Да. Но я бы еще хотела сказать, что говоря о том, что он известен только в узких кругах у нас, да, и первый о нем вопрос поднял тоже наш земляк, академик Василий Николаевич Иванов, а вот всю вот такую как бы работу по поискам, по вот этим вот его наследию тоже сделал огромный труд наш тоже земляк Александр Александрович Калашников, и сейчас в Национальном архиве является главным археографом. И вот благодаря вот нашим таким аксакалам и Василию Николаевичу Иванову, и Александру Александровичу Калашникову, мы вот вышли вот на Казанский университет, на ректор, на библиотеку научную, и вот на вас, Эльмира Исхаковна, и поэтому, конечно, еще раз спасибо вам от всего нюрбинского народа. Очень приятно. И в дальнейшем, думаю, мы еще все равно будем тесно сотрудничать. Конечно, мы очень надеемся на то, что наше сотрудничество продолжится, что будет таким же плодотворным. Вот, мы всегда готовы предоставить любые материалы, потому что, конечно, это огромная радость, что в нашем университете учились такие выдающиеся, да, представители вашего народа. Да, это, конечно, вот даже представить вот трудно, да, вот в конце 19 века из глухой деревни Нюрба тогда, ну сейчас это город, но тогда это была маленькая деревня, и прибыть в Казань, преодолеть такое огромное расстояние. Сейчас-то нам ездить тоже далеко, да, мы вот 10 часов едем на машине, потом 6 часов летим до Москвы на самолете, и 10 часов на поезде, так как в то время даже вообще было... Не могу себе представить, месяц у него заняла дорога, если не больше. Да, и поэтому и он так достойно учился здесь, вот такое наследие оставил, это, конечно, достойно увековечения. Ну, очень мало вообще-то на самом деле выпускных работ наших студентов вот так вот рекомендовалось отдельным изданиям. Да. Это, конечно, действительно огромный внушительный труд, и это очень, конечно, радует, что университет дал возможность реализоваться такому огромному потенциалу вашего земляка.